Исәмесез, хөрмәтле дуслар. Хәерле көн. В эфире телепередача «Секреты татарской кухни». Минем исемем Тимур. Какой Тимур? Это меня зовут Тимур. Привет. Привет. Ты у нас сегодня шеф-повар? Нет. А кто шеф-повар? Это, наверное, ты. Ну, конечно, это я. Друзья, здравствуйте. Хотела спросить тебя, где твой Карабас-Барабас, который тобой руководит? Какой Карабас-Барабас? Не Карабас-Барабас, а мой любимый директор. Ее зовут Яварова Роза Саитнуровна. Так может мы ее позовем уже в конце концов и познакомимся с ней? Ну конечно. Роза Саитнуровна, заходите сюда! Здравствуйте, Роза Саитнуровна. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте. Здравствуй, дорогой мой. Епарова Роза Саитнуровна. Заслуженный работник культуры России и Республики Татарстан. Персональный член Международной организации деятелей театров кукол. Член Союза театральных деятелей Российской Федерации. Родилась в 1949 году. Училась в Казанском университете на историко-филологическом факультете. По окончании учебы работала в редакции газет «Яш Ленинче», «Социалистик Татарстан», заместителем редактора Бугульминской районной газеты «Ленинское знамя». С 1979 года Роза Саитнуровна работает в театре кукол. Сначала педагогом-организатором, затем руководителем литературно-драматической части. С 1993 года по настоящее время Роза Епарова является бессменным директором Татарского государственного театра кукол «Экият». Ну что, я так понимаю, это ваш добрый друг? Добрый клоун наш. Яра, исәмесез. Халярничек. Привет. Ну что, я положу нашего цветного Тимурку сюда в угол, и мы с вами поговорим немножко, вернее, познакомимся, и с какими секретами, какой кучу тадач вы принесли к нам на передачу. Ну, вот увидели вы наши куклы. В нашем театре работают прекрасные художники Валентин и Александр Губские, заслуженные художники России, заслуженные деятели Республики Татарстан. Еще я принесла вот такую книгу. Профессор Иглам Рауф Махмудович написал о нашем театре очень интересную книгу «Искусство играющих кукол». Я хотел напомнить, что это не просто театр, а Татарский государственный театр кукол «Экият». Да. Давайте им поаплодируем. Вот. Понятно, что в театре есть свои секреты, о которых вы чуть позже нам расскажете. Давайте перейдем к вашим секретам, секретам вашей татарской кухни, вашего блюда, которое вы нам приготовили. Что мы будем сегодня готовить? Сегодня мы будем готовить зур-балиш, потому что я сама родилась в Бавлинском районе, на границе Оренбургской области, Башкортостаном наше село Хансверкино граничит. И в наших краях, вот на юго-востоке будем говорить, в Альметьевске, в Угульме, Леногорске, Вознакаево, когда приходят гости, самый такой, один из самых таких блюд – это зур-балиш. Большой балеш. Да. Зур-балеш в переводе с татарского «большой пирог». Это высокий пирог с начинкой из говядины, баранины, птицы, субпродуктов в сочетании с картофелем, тыквой, капустой, морковью и различными крупами, рисом, полбой, пшеном. 21 марта наступает Новый год по восточному календарю. День весеннего равноденствия. Традиция отмечать праздник Наурус сохранилась у многих тюркских народов. Праздник предвещает приход настоящей весны и пробуждение природы. По древнему обычаю, перед наступлением праздника необходимо навести порядок в доме и приготовить праздничную пищу и сладости. С чего мы начнем? Пока мы будем что-то разделывать и готовить, мы будем говорить о театре, о вашей жизни и обо всем. Я надеюсь, вы мне поможете, потому что дома мне помогает моя дочери. Давайте с гуся начнем. Помогу я вам. Конечно же, с огромным удовольствием. Давайте мы будем разделывать. Начнем с гуся. Уже гуся. Чтобы приготовить большой балиш, в первую очередь мы берем баранину, гусятину и говядину. Почему с гуся? Потому что кости нам из костей мы поставим бульон, чтобы положить балиш, чтобы он был сочнее через час-полтора. А я давайте другие ингредиенты. Прямо здесь я могу резать. Будьте любезны, говядину. Я буду говядину резать, а вы... Кстати, может быть, разогреем водичку, потому что... Нет, извините, мы в холодную воду положим, потому что когда бульон, чтобы вкусным получился, надо холодной водой заливать. А когда надо, чтобы мясо вкусное, тогда горячей водой. А нам бульон вкусный нужен. Хорошо.
Беляш готовить меня научила бабушка. Моя мама 32 года умерла, мне всего было 7 лет, в основном я росла с бабушкой. Она жила до 103 лет, очень любила жирные беляши, перемечи, пирожки, но я вот иногда задумаюсь, сейчас говорят, все диетическое надо, а у нее все сытное было, и очень более-менее однообразная пища она питалась. Знаете, она, конечно, 5 раз намаз читала, очень была верующая. Это очень хорошо. Поэтому до 100 лет она очень здоровый образ жизни вела и почти не болела. Все и очень вот полезно. она говорила, что надо обязательно жирное мясо, поэтому, видите, баранина у нас жирная, чтобы беляш был сочным. Как и вся татарская кухня. Так и, видимо, да. А для беляша особенно гусь, баранина и говядина. Все, мы уже это мясо кладем в посуду в эту. Надо соль, перец черный и репчатый лук. Хорошо. Еще сейчас мы будем репчатый лук резать. Так, ну, вот вам соль. Это Еще уж куда на перец глаз. убрали? Ну, наверное, пол столовой ложки точно надо. Вот перец. А перец? Сколько положить? Положите, Да, ну, на сколько глаз, да. На глаз. Сейчас Сейчас перемешаем, режем лук. наверное, да, Да, немножко? перемешаем, потом лук. Давайте нарежем лук, потом все вместе. Хорошо. 2 луковицы. Одну вам, одну мне. Да, одну вам, одну мне. Ну что, расскажите, ваш театр существует довольно давно. В 1934 году, в октябре, он был организован. Сначала на базе художественной самодеятельности, на профсоюзный дом учителя было. Вот там кукольный кружок был, и на базе этого кружка, на базе самодеятельности, потом был организован профессиональный театр кукол. Вообще в театре кукол, знаете, работают очень талантливые люди, они должны хорошо двигаться, и петь уметь, и очень хорошим литературным языком владеть, и голосом, чтобы дети с самых последних рядов слышали каждую реплику. Татарский государственный театр кукол «Экият» основан в 1934 году и по праву считается одним из старейших театров страны. Спектакли в театре идут на русском и татарском языках. В репертуарной афише более 30 спектаклей. Это сказки народов мира, представления на историческую и современную тематику. Театр кукол «Экият» – неоднократный участник многочисленных фестивалей как в нашей стране, так и за рубежом. С 1974 года театр является коллективным членом Международной организации театров кукол «УНИМА». С 2005 года Российской ассоциации театров кукол «21 век». Сейчас нам надо тесто делать. Для этого надо растопить 200 грамм сливочное масло. Топим. Чуть-чуть оставь, пожалуйста. Потом, когда у нас беляш готовый будет, смазать сливочным маслом, чуть-чуть оставь сливочное масло. Ага, хорошо. Давай, растопим Все можно, масло, да? Все можно. Потом остатком помажем вверх беляша. Вот сюда масло, желток одного яйца, потому что почему желток? Без белка. Чтобы мягче было тесто. Тесто должно быть тоже жирным, сочным и не жестким. Поэтому белок яйца мы не Это будем. доверю только вам. Давайте. 1 желток достаточно. Яйцу тоже много не нужно. Возьмите, пожалуйста. Хорошо. Так. Если можно мне соль, чуть сахара, можно щепотку соли, сметаны, майонез. Я на глаз. Ну, пол чайной ложки. Да, друзья, запоминайте, это Да. секреты приготовления теста. Мы положили яичный желток, Яичный чуть-чуть, желток. щепотку Сейчас соли, 200 грамм сметаны. 200 грамм сметаны. Должно получиться отменное тесто. Да, ложку или 2 ложки майонеза. Почему я говорю ложку или 2? Смотря у вас сколько теста вам надо. Иногда беляш бывает меньше, а если у вас больше народу в семье или в гостях, беляш может быть высокой, тогда и тесто У нас больше много надо. народа, так что побольше теста Ну, сделаем. тогда мы уж не будем зачем нам продукт зря оставлять. Все положили. Как говорится, зря переводить или зря оставлять? Да. И еще, будьте любезны, подсолнечное масло. Ага. Сметану мы положили. Подсолнечное масло мы кладем всего ложку. Ой, Ой, извините. давайте я полью. Давайте, чтобы тесто было мягче. Вот. Положите больше. Почему? Все, масло кашу не испортит, и так же тесто. Именно так говорят в театре кукол. И еще это
Соду погасить надо уксусом, будьте любезны Сейчас, мне. секундочку. Да, масло уже растопилось, выключите, пожалуйста, потому что Всё, горячее выключаем. мы не будем класть. И соду. И соду. Соду. Сколько? Вот столько достаточно. Достаточно, да? Вот мы столовую ложку кладем и уксусом гасим. Уксус, будьте любезны. Ой, у нас закипело. Ох. Давайте снимем. Пока мне уксус дайте, а вы пену снимете. Как все много, я вообще не успеваю. Так. Где у нас? На кухне так. Ой, Только успевай. сейчас, только успевай. Если масло Остыло? давайте сейчас Вы скажете, добавляем когда масло, всё? а потом муку. Все. Все? Нет, все, почти положите. всё? Чуть-чуть только оставьте вверх большая. Вот так, да? Нет, еще меньше. Еще чуть. Еще меньше. Вот все. Вот это достаточно. И муку, пожалуйста, дайте сюда. Решили мы все-таки тесто замешивать руками, потому что что Да. уж там говорить, все равно мы... Руки мы 3 раза с мылом помыли. Да даже дело не в этом, гораздо вкуснее все будет. Да. Вы правы, наверное, тепло человеческих рук переходит и на продукты, мне так кажется. Я Естественно. не люблю ложками работать. Потому что такой теплой, Да. интересной женщиной, просто от которой идет такая энергия, энергетика, Верно. теплоты, Вот. добра и позитива. Хотя мы с вами первый раз встречаемся, вы правильно заметили, хотя я на вид, говорят, строго кажусь, но все равно меня никто не боится, и я говорю дочкам. Нет, не в том плане, я своим близким говорю и внукам. Я говорю, не больно слушайтесь. Ну, мама, ты же добрая, мы знаем. Нужна маленькая пампушечка, поэтому вот буквально вот столько только. Вот это мы. Пампушечка, она называется татарча. Нәрсә дип әйтәсең инде? Менә шундый бәләкәй генә әйбер белән тишеген ябырга кирәк бәлешнең. Шуңа менә русча инде пампушечка дип атала. Пампушечка так и назовем. Монысы менә капкачына. Это крышка у беляша будет, а это низ. Такое просто аппетитное тесто, хочется его съесть. Да, оно вкусно пахнет, правда? Очень. Так, мы его прямо вот так и делаем, сейчас будем разминать. Все, больше ничего добавлять не будем? Ничего не будем, Оно должно сейчас настояться или катать как? будем. Прямо сразу катать? Сейчас сразу катать будем. Тесто так как жирное, оно... Да, оно немножко такое ломкое, да? Да, это, как вам сказать, не совсем ровные края получились. Мы сейчас все это исправим. Ну что, к самому интересному приступаем. Любую сковороду, какую мы берем, чуть-чуть должны края на сантиметра на 3 свисать. Так. И здесь полотенцем надо это... Научите меня, Да, как это лучше давайте, сделать. пожалуйста. Вот я, хотя я ваши гости, с вашего разрешения беру полотенце. Честно говоря, я первый раз такое вижу. Да. Да. Еще. Здесь не горячие? Нет? Нет. Еще чуть-чуть сюда надо. Еще одно полотенце. Еще одно полотенце. Чтобы, знаете, края тесто не стало рваться. Как у вас лихо это получается? Ну уж прямо. Я же тоже, это сноровка тоже нужна. Часто надо готовить. Уже готовим только по праздникам. Все, сейчас начинку. Все, мы уже выкладываем начинку. Да, выкладываем начинку. Итак, напоминаю, друзья, мы готовим зур-балеш, и сейчас Да. мы приготовили тесто, которое выложили на большую сковородку. Также до этого мы нарезали баранину, гуся и телятину. Вот, смешали все со специями, ну, это на ваш вкус, можно немножко, естественно, перца, соли и по вкусу что-то еще добавить. Также лук и картошка. Стандартный, в принципе, комплект. Но посмотрим, что из этого стандартного комплекта выльется из рук Розы Цинтурн. Ну что? Давайте, уже можно выкладывать. Слишком много не надо, ладно? Это, руководите мы моими да, руками. посмотрим. Давайте еще. Может, картошки немножко побольше? Нет, все нормально. нормально? Ну, мы, знаете... Еще? Нет, не все. А куда же мы это денем? Я хочу положить, и как-нибудь мы закрепим. Все нормально. Как раз начинка у нас получилась как раз. Сейчас все. И сейчас мы вот, крышечку будем да, готовить. другой крышечкой будем закрывать. Какие у вас планы на будущее? Куда вы собираетесь ехать? Опять на очередные большие гастроли? Может быть, в Голливуд, в В конце Австралию концов? В собираемся. Австралию? Дай бог, Аллах берса, все получится. Если в этом году не получится, так как открытие здания – это самый большой праздник, естественно, потом на следующий сезон можно.
3 октября 2008 года был заложен первый камень нового здания Татарского государственного театра кукол «Экиет». Новый дворец для детей будет 7-этажным. Согласно проекту, образ нового здания решен в виде сказочного замка. Оформление фасадов насыщено яркими цветными скульптурными композициями из народных сказок. В здании разместятся большой зал на 250 мест, малый зал на 100 мест и 2 кинозала по 150 мест. Готовимся в сентябре в Самару. Сегодня только директор театра Ольга Михайловна звонила. Волшебные сны Апуши повезем туда. В сентябре месяце у нас уже работа ведется по обменным гастролям с Кировским театром кукол. Там новые здания открыли. Приглашают нас очень на многие фестивали и гастроли мы выбираем. Мы были и в Вологде, и в Костроме. То есть по всю Россию уже почти объездили. И в Москве, везде. Поэтому всегда хочется какой-то еще новый город посмотреть. Поэтому, когда поедете в Австралию, сделайте им зур-балеш, иш-пиш-мак, просто что-нибудь из татарского привезите им, пусть они знают, там что же такое. татары есть. Ну, фактически мы сделали уже весь зур-балеш, вернее, подготовили полностью перед тем, как поставить... О, подождите, поставить в духовочку, которая тоже уже закрыта. Но последнюю точку мы не поставили. И это пампусик, друзья. Да, потому что мы возьмем, да, будем проверять, готовили картошка и начинка, и оттуда бульон через час. Да, будем добавлять. Добавить, да. Ну что, поехали? Все. Да. Открывайте. Ой, пардон. Ой. Мы спешим закинуть побыстрее. На 200 градусов. На 200 градусов мы поставим, даже правильно. 220. Ну хорошо, давайте. Вот еще один секрет. Здесь, я не знаю, ведь вашу печку, у каждой хозяйки своя печка, своя духовка. Если, например, чуть-чуть сверху начинает пригорать, я всегда беру белый лист бумаги, но обыкновенный, на чем пишем, замачиваю и накрываю вверх. Чтобы не пригорело. Расскажите, пожалуйста, как вот ваш театр, ваша кухня, театр же тоже можно назвать кухней, там тоже все варится, все кипит, все общаются и так далее. Тоже своя глубокая жизнь в театре происходит. Вот, куда эта ваша кухня, весь ваш театр кукольный переезжает в новое здание? Где оно находится? Чтобы мы все знали. Переезжает, здание строится у нас по улице Свердлова, прямо около кинотеатра «Победа», в сторону аспиранта. Очень красивое здание. Наверное, наш театр будет он самым лучшим в России. Образцовский очень хороший театр, но он уже 10 лет тому назад или более построен. Ну что, будем ждать, когда вы переедете. Примерно какие сроки? Скажите, пожалуйста. 30 августа сказал президент. Он и контролирует постоянно, и премьер-министр. Вот 5 раз президент был, 3 раза премьер-министр был. А министр культуры уж постоянно, 2 раза в неделю планерки у нас проводятся. 30 августа. Для приготовления пресного теста смешать желток с растопленным маслом, сметаной, майонезом. Добавить соль, соду, погашенную уксусом, и постепенно, добавляя муку, замесить тесто. Бульон желательно сварить заранее. Мясо и картофель нарезать маленькими кубиками, добавить мелко нарезанный лук, посолить, поперчить, хорошо перемешать. 1/3 теста отделить. Большую часть раскатать толщиной 4-5 мм. Размер раскатанного теста должен быть таким, чтобы его края свисали с большой сковороды. Чтобы тесто не обрезалось о края сковороды, можно сковороду обвернуть полотенцем. Подготовленную начинку толстым слоем, горкой, положить в сковородку на раскатанное тесто и края его забрать. Затем раскатать лепешкой меньшую часть теста, закрыть ею беляш, соединить края и защипать. В центре пирога сделать отверстие размером с монетку. Из небольшого кусочка теста сформировать шарик, по-татарски кендек, и закрыть им это отверстие. Верх беляша смазать маслом и отправить в духовку. Выпекать при 200 градусах. Друзья, ну вот и мы подошли к финальной точке. Роза Индурна, мы вместе с ней приготовили зур-балеш. Вот от директора Татарского государственного театра кукол «Экиет». Давайте поаплодируем. Это была только репетиция ваших аплодисментов. Настоящие аплодисменты раздадутся тогда, когда мы просто откроем, и это будет премьера, настоящая премьера и дебют в вашем исполнении в нашей студии. Поехали? Давайте достанем балеш, вдруг уже готовы. Разогреваем ладошки, разогреваем. Ах, вы видите, обратите внимание, как все вот... Ах, как там течет, там соки идут оттуда. Соки из всех артистов. А артисты у нас сегодня это баранина, гусь и
И говядина. Ну, конечно, говядина с картошкой. Берем пампушечку, попробуем. Да, и мы напоминаю, что у нас параллельно готовится бульон. Вот. Да. И в бульон, мне кажется, все-таки добавим. Нет, бульончик. Сейчас. Балюш уже готова. Готов? Так что и в конце можно бульон добавить. Я сказала, можно через час, можно через полтора. А уже балюш готовый. Давайте мы в конце чуть бульон положим. Вообще насыщенный балеш получился, почему? Потому что там... Да, мясо баранина было жирное, и когда мясо жирное, оно и так Да сочное. и гусь довольно жирный, это я И бы гусь, сказал. да, поэтому мы... С вашего позволения. Да, конечно. Все, достаточно Может, еще? пока. Нет, Достаточно? мы сейчас посмотрим, нарежем. Нож. Потому что так заведено, и крышку все должны попробовать, и дно, и начинку. Ну, вы Спасибо. как главный режиссер сегодняшнего Давайте. действия. Отрезаем крышечку, Отрезаем. шапочку снимаем. Да, да, да. Итак, фанфары. Я так думаю, дебют фактически состоялся. Самое вкусное, вот эта вот корочка сверху. Я вот очень ее люблю. Мы попробуем начинку. С вашего позволения, в первую очередь вам. Видите, он Ой, и так Бигзур сочный. Ахмед. Вот надо ориентироваться. Балеш сочный, поэтому больше бульон уже добавлять не будем. Бигзур сочные, друзья. Сочный, хороший балеш получился. Давайте я попробую. Давайте, съеду. подождите, я вам положу. Нет, мне одну ложечку только, пожалуйста. Нет, уж одной не обойдусь. Мы будем пробовать то произведение. Вернее, это была пьеса под названием «Зур Балеш». Балеш. Сейчас на сцену должны выйти все актеры на поклон. В конце режиссер, но только после бурных аплодисментов и моих слов, что это было невероятно вкусно, профессионально и по-настоящему по-татарски, как и татарский театр «Акият». Спасибо. Ну что, друзья, готовьте с нами, будьте с нами, смотрите нас. Это была передача «Секрет татарской кухни». Мы готовились сегодня с директором Государственного татарского театра кукол «Акият». Япарова Роза Саинтуровна. Аплодисменты еще раз есть. Спасибо большое вам. Вам спасибо. 30 августа, как обещал, Бигзур Балеш будет у нас на руках. Мы придем к вам. Спасибо. Ждем вас в нашем театре. Удачи вам, Всего доброго. вашему театру, и удачи всем вам, дорогие телезрители. Всем пока. С вами был Тимур Карцев. Смотрите на ТНВ. Вкуснейший баурсак, национальную татарскую сладость, готовит Диляра Гимранова, директор мемориального музея выдающегося татарского ученого и богослова Ризы Фахретдина. Секреты татарской кухни смотрите по субботам в 16:30 и в воскресенье в 9:00. Программа «Секреты татарской кухни» готовит с посудой «Цептер».